Мы одно из первых учебных заведений, которые пошли на не очень популярные такое решение. Мы сократили в учебном плане, у нас был учебный план, пилотный учебный план сокращения русского языка на 1 час в сетке часов, да, и тем самым уменьшение на 1 экзамен при сдаче на степень БАК. Я понимала, что это не очень популярное было решение, но мне нужно было убедить коллектив вначале. Простите, я даже помню время. Это было при Софье Михайловне Тарлак, когда говорили о том, что в учебном плане можно менять все, что хотите, но не трогайте русский язык. Тогда я выступала за гагаузский язык. А почему гагаузский язык можно трогать, что-то сдвигать? И нередко, будучи депутатами Народного собрания, эту позицию защищали и в Народном собрании, когда некоторые директора решили, что можно объединить предметы гагаузский язык и история традиции гагаузского народа, предметы, на которые Кишинев выделяет отдельные финансовые средства. Но про русский язык говорили, что его нельзя сокращать. Как это удалось вам? При Софье Михайловне говорит Елена Федоровна, я переживаю, что зрители не поймут речь о бывшем начальнике управления образования Гагаузии. Софья Тарлак был такой начальник. Мы, наверное, здесь больше делали акцент на то, что, во-первых, наши дети перегружены и так больше находятся в учебном заведении, чем, допустим, дети с другой части страны, в национальных школах, где язык обучения является румынский язык. Но и самым большим, наверное, мотивом, или мотиватором для того, чтобы перейти на этот учебный план, это было уменьшение количества сдачи экзаменов, то есть на степень БАК. То есть наши выпускники имели право выбрать сдавать или гагаузский, или русский язык. Тем самым уменьшается количество сдачи бакалавра. Соответственно, больше детей выбирали гагаузский язык. Вот хотела спросить, выбирают ли больше выбирают, детей? Потому что, как правило, гагаузский язык, как бы мы там ни говорили, но детям легче было сдавать